судебной практике практически невозможно встретить оправдательных приговоров по уголовным делам и решений в пользу граждан по гражданским искам, если одной из сторон выступают государственные структуры. В моей 10-летней адвокатской практике я не встречала ни одного оправдательного приговора вынесенным судом. Суды в Таджикистане одни из самых коррупционных структур. Должность судей покупается и продается. Нет прозрачности. Суды проходят за закрытыми дверями. В Таджикистане основным центром принятия решений по всем направлениям общественной и политической жизни общество остается исполнительная власть. Как может быть независимым членом Верховного суда, если в течение 27 лет по приказу одного и того же президента сменилось на этой должности 5-6 судей до него? То есть пока суды будут зависеть от исполнительных властей, которые в судебной власти, как независимые ветви, и ожидать от нее справедливых решений не приходится. Вторым фактором, препятствующим верховенству закона, является менталитет советского человека, который воспитался в системе, где царила презумпция виновности. И судья, как большинство граждан старшего поколения, выросшие на этих ценностях, уверены, что человек просто так не попадает в полицию или под скамью подсудимых. Гражданские же иски государственные могут расценить просто так, как государственная измена. И, конечно же, невозможно и мечтать о независимой судебной системе, когда нет полноценного компетентного парламента, который, независимо от указаний сверху, способны предлагать законопроекты и контролировать их исполнение. У нас же парламент в полном составе назначается также президентом. Какие тут могут быть рекомендации? Конечно же, мировой центр не станут ради нескольких сотен политзаключенных и пару миллионов вынужденных переселенцев принять резолюцию ООН, объявить санкции или использовать другие международные рычаги для улучшения политической и правовой атмосферы в стране. У меня сегодня только одна рекомендация – обращение к международным правозащитным институтам. Использовать все рычаги воздействия на официальный Душанбе, чтобы они выполнили рекомендации Комитета ООН по произвольным задержаниям и освободить политических заключенных Бузурмихаёрова, Зайд Саидова, Махмадали Хаитова. Спасибо большое. Спасибо.